Так, наконец-то приехал. 8:03. Уронили, короче, эту фигню. Уронили этот ковш. Уронил ковш, чувак, короче. Мне пару царапин поставил на кузове там с другой стороны. Было страшно, потому что если бы эта байда упала бы не вот здесь, а чуть ближе, последствия, может быть, там нормальные были бы вмятины. Случайно под машиной нашел наклеечку We buy junk car. Мы покупаем, короче, убитые машины. Это намек. Можешь продать. Даже несмотря на то, что она не моя. Так, сейчас грузимся. Вот. Так, давление надо выровнять, а то давно не выравнивал везде. А то везде уже разное стало. Так, ну что, поехали. Еду я в Питтсбург домой. Приезжаю, наверное, завтра уже буду дома. В среду разгрузка. И я отдыхаю до понедельника. В общем, наконец-то у меня будет отдых. Давно я не отдыхал, побыть с семьей надо. Куда-нибудь съездить, погулять. Хватит чуть-чуть работать. Вот, загрузился где-то 1,5 тонны. Почти 2 тонны загрузил, нормально. Сейчас очень сильный ветер, мне боковой будет. Поэтому этот груз, кстати, прям. Вот, и также старой дорогой на Питтсбург с Далласа. Реально уже столько раз по ней ездил, вот еще раз буду ехать. Сейчас главное из Далласа выехать нормально, не попасть ни в какие пробки. Хотя Даллас, не скажу, что он такой прям трудный город в плане пробок. Здесь наоборот. Здесь очень хорошие дороги. Машин много, конечно, но здесь очень хорошие широкие дороги везде. И поэтому таких проблем нет с пробками. Но если какая-то авария, то, конечно, все встает. Так, выехал из Далласа. Сейчас хочу принять душ, освежиться чуть-чуть. Так, это Макдональдс. Так, вот сейчас я возьму душик. Да. Сейчас свайпну. Все, сейчас мне вот номер, пин-код. И вот сейчас объявят. Сейчас вот ждать. Вот мой 48 номер. Чуть-чуть подождать надо. Все там объявили. Классные души здесь. Все чистенько, красивенько, полотенчики есть. Ну и мыло даже не нужно свое. Вот здесь гель для душа. Вот все есть. Фу, вот это кайф. Вот это просто кайф. Так, ну что, помылся сам, надо тачку сейчас найти место где-нибудь помыть. Потому что я ее ни разу не мыл, и она реально грязная, там уже слои такие. Моет ее только дождик. Вот, и надо, ну, там мошкары уже всякой налипло. Уже самому противно. Надо помыть.
кабанов сколько бегает. Так, я снова куда-то залез. Ну, не куда-то. В общем, я сегодня поспал. Часика два, вот поехал и думаю, надо погулять. Вот тут в Техасе сейчас самая вот сочная трава. Вот это, по сути, как июнь в наших широтах. Такая вот, ну, май даже, конец мая. Вот столько трав, цветов. Прям воздух насыщен вот всякими благоуханиями. И вот заехал к речке. Сейчас буду гулять по речке, буду находить какие-нибудь классные места. Эта речка называется Little Missouri, маленькая Миссури. Потом она впадает там в множество, там Куачита, потом Ред Ривер, но это не точно. А потом уже в Миссисипи. Но и то уже на подлете к Мексиканскому заливу. То есть фактически там в дельте. Такой старый мост классный. Кто-то живет так классно. Чья-то дачка тут. Вот сейчас я начинаю любить Северную Америку. И
я понимаю, насколько она прекрасна. Ну, я знал, но не понимал. Одно дело знать, но другое дело это видеть, вот, знакомиться с природой. Ну, это чисто мой способ. Мне города, вот это все неинтересно, в принципе, людская инфраструктура, она не сильно интересна, а вот именно природа, и вот я чувствую такую вот связь. И я понимаю, что я теперь уже люблю Северную Америку, потому что столько мест уже посмотрел, в принципе. А вот поначалу, когда мы приехали, сидели в городах, это был ужас. Вот первые там 2 месяца в Нью-Йорке, я помню, это вот бетон, серость, холодный ветер, все. И бомжи там всякие, и мусор. Ну, это угнетает меня вообще очень сильно. И вот сейчас вот хорошо, что есть возможность такая, у меня работа связана. Ну, не связана с этим работа, а просто я хочу и нахожу возможности вот так вот останавливаться. Это прекрасно. Так, сейчас я займусь пробежечкой. Где, как не в лесу, этим заниматься. Побежали. Все, доброе утро. Время уже 10 час, я сегодня долго спал. Так что я не знаю, приеду ли я сегодня в Питтсбург, как и планировал. Потому что ехать еще там 14 часов там, плюс с остановкой. Даже 15, наверное. То есть если приеду, то очень поздно. Вот, так что не знаю. Сейчас я проснулся, умылся, поехали. Вы когда-нибудь пускали в БПшку соль? Вот у меня есть такая тема, потому что тут вообще не соленая фобо, это типа, короче, вьетнамский супчик, но он вообще не соленый, видимо, для тех, кто хочет сам посолить. Я первый раз таким занимаюсь, честно, потому что обычно все страдают наоборот от того, как оттуда соль убрать, а не наоборот. Вот. Лучше так, чем наоборот. Лучше пусть я по вкусу буду добавлять. О, ветер на полях дует, аж пыль поднимает. Извиняюсь за плохое качество лобового стекла. Очень много мошкары, лето началось. Ветер хоть попутный мне сейчас. Я специально выбрал такую дорогу, чтобы мне попутный стал. Он южный. Я прям сейчас на север строго еду. А это вот правительственные номера. То есть административные. Всяких депутатов типа возят, короче, и тому подобное. Что-то дорога вообще не идет, хотя еду с попутным ветром. Уже сколько там еще дофига ехать. Просто уже знаю, что я буду отдыхать, приеду домой. И я уже как-то мысленно отдыхаю, и дорога вообще немножко не сконцентрирован я, короче. Ехать как-то неохота. Просто дорога вот не идет, не знаю, что-то устал, вот сейчас встал, чуть-чуть посижу в тенечке, похожу чуть-чуть. Уже
вечереет, я подъезжаю к Индианаполису. Вот из-за ветра вообще так тяжело ехать. Даже вот на машине я уже говорил об этом, что вроде кажется машина, да, это не велосипед. На велосипеде понятно, что против ветра. Оказывается, на машине тоже очень трудно против ветра, особенно на такой, как у меня. Потому что она парусит очень сильно и реально устаешь. И я понимаю, как кайфово ездить, когда нет ветра, просто нет. Либо он попутный, либо его просто нет. И, ну, лучше, чтобы его просто не было, потому что дороги, они виляют. Сейчас он тебе попутный, чуть-чуть свернешь, он будет тебе боковой. Поэтому устаешь реально. Я вот сейчас ветер стих, прям стало кайфовее ехать. Потому что с ветром ты в напряжении. Вот в такой машине, которая парусит, ты просто руль вцепившись. Я вот сейчас ехал 2 часа просто за какой-нибудь фурой пристроюсь и просто за ней ехал. Ну, без напряга так, чтобы как бы едешь, она обгоняет, я ее, ну, и вместе с ней, короче, дублировал все. А тяжело еще и без круиз-контроля. Блин, вот тут просто совокупность сложностей. Вот вообще просто совокупность в этой машине. Фура с легковушкой пронзила вообще. Так, а вот сейчас, к примеру, смотрите, 10,1, ну, в общем, 10 расход миль на галлоне. В прошлый раз было 6,3. И при том, что средняя скорость у меня 70 миль в час, грубо говоря, это очень быстро. То есть, вот что значит встречный ветер, ой, попутный ветер. Или безветрие полное. То есть, но в данном случае ветер, то есть разница по расходу очень большая. А скорость она выше, средняя, а расход меньше. То есть ветер очень сильно играет роль вообще. Ох, все доброе утро, а точнее ночи. Я встал в 3 утра. Нет, 3 это, наверное, ночи для меня все-таки, не утра. И еду дальше, осталось вот 4,5 часа. Я лег в 10, ну как лег в 10. Встал на отдых в 10. Думал, что полегче будет, но я что-то вообще разбитым проснулся. Но сейчас вроде уже по бодрячке я проснулся, это просто жесть, еще сны всякие снятся. А мне что-то редко сны снятся на самом деле. Не то, чтобы я их не помню. Если бы они были такие животрепещущие, я бы их помнил в любом случае. Но, видимо, какие-то что-то незначительное, какая-то мелочь. А сегодня мне вообще прям... Ну, рассказывать не буду, что, но такой... все время как что-то снилось такое. Вот, и еду. Ну, успеваю по времени, все нормально. Ладно, расскажу про сон, какой был. Ну, насколько я помню его. Короче, я и какой-то, типа, знакомый мой, ну, типа, друг. Я не знаю, как он не помню его лица, как он вообще выглядел, но, типа, по задумке сна мой приятель. И мы на хате какой-то, и там девчонка. Красивая такая. И, короче, она начала мутить с этим чуваком, но не со мной, блядь. И мне, видимо, было обидно очень, потому что этот фильм ужастик, ой, сон ужастик для меня. Такой, видимо, подсознательный, ну, типа, как это не меня выбрали, блин. И, короче, это... Мне очень это было обидно как-то. Ревностно обидно, что выбрали не меня. Просто вот и весь сон, короче. И они там все своими делами занимались, короче. А мне было обидно.
Обидно и больно. Вот они сны дальнобойщиков, блин. Ой, блин, вообще. بلادي جيبوا بلادي مخنطية بلادي دانك مالاد لنا شمال كيف كبير كاني حادي Все, доехал. Распаковался, сейчас разгружаться будем. Время еще 8 нету. Еще работать не начали, походу. Самая трудная дорога была. Самая трудная. Когда знаешь, что приедешь и будешь отдыхать, уже расслабленный весь. Фух. Дата знакомства. О, смотри. Заживал. Сейчас вообще кайф, потеплело. И можно выходить на крылечко, сидеть. Вообще замечательно. Катают там. Можно потрогать дождик. Вот так, с неба только, не с земли. Так, наконец-то пришло зеркало с Амазона. Ну, это не я заказывал, компания. Сейчас буду демонтировать старенькое уже. Реально с ним уже надоело уже мне это зеркало. Так, ну тут все легко откручивается, там 4 болта все отсюда. 2. Вот, сейчас отконнектить ее и приконнектить другое. Когда я служил в армии, был у нас один паренек из Питтсбурга. Он называл город Ситбургом. Типа у всех телок там сиськи.